Пусть вот перед зеленой лентой пусть стоит два бойца. Можно каждому поставить. Фотографии привез. Говорят, он приехал, и там воскресенье здесь 30-го. Делать? Вот так пропускаешь, потом нельзя. Вот эти, если все пропустить, там уже места не будет. Да ладно, что он снимает? У них все... Я всегда рад. Дорогие друзья, уважаемые нольчане и гости, сегодня исполняется 140 лет со дня окончания Кавказской войны, одной из самых страшных, кровопролитных в истории человечества. Эта война, длившаяся более 100 лет, стала подлинной трагедией для адыгов и других народов Северного Кавказа. Вызвала неисчислимые людские жертвы и страдания. Прошло много времени, но до сих пор сердца наши отзываются болью. Братская семья народов Кабардино-Балкарии хранит память о тех днях. И сегодня мы с полным осознанием говорим, что все случившееся было страшной трагедией, которая никогда и нигде не должна повториться. На сегодняшнее наше мероприятие приехали наши священного обряда. Позвольте слово предоставить председателю Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии
Жертвам этих трагических событий была проведена значительная подготовительная работа, и сегодня строительство университета, парламенту республики. Хочу отметить, что с самого начала работ мы опирались на широкую поддержку. Был проведен конкурс на лучший проект памятника. Учитывалось общественное. Был отобран проект скульптора Арсена Бычапшева и архитектора Заура Матуева, разработавших и события тех трагических лет. И мы уверены, что этот величественный монумент с депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Арсена Конокова, генерального директора, своим долгом внести вклад в строительство памятника. Руководитель ремонтно-строительного управления администрации города Нальчика Али Хачуев, управляющий строителем-летейщиком из Северной Осетии Алания, братьям Кабуловым и Ушанги Чичашвили, творчески и высокопрофессионально Мы отойдем совсем, конечно. Уважаемые участники митинга, дорогие сограждане, уважаемые гости, события Кавказской войны, имевшие место с конца 18 по 60-е годы 19 века, и в частности массовое истребление адыгов и их насильственное выселение, находятся в ряду наиболее трагичных явлений, которые произошли в истории человечества. Надо признать, что мировая история помнит и другие многочисленные факты жесточайших войн, принесших неисчислимые беды и трагедии народам, а иногда и поставивших на грань исчезновения нации. Но в каждом случае это происходило по-своему. То, что случилось с нашими предками, по мнению ученых, это одна из самых больших трагедий, которые знает новая история. Как известно, адыги, одними из первых на Северном Кавказе, установили дружественные отношения с Россией, что в частности выражалось в неоднократных совместных выступлениях против общих врагов. Однако, проводимая со второй половины XVIII века царским самодержавием военно-колониальная политика вызвала закономерное противодействие, вылившееся в национально-освободительное движение адыгских и других северокавказских народов, которое приняло особенно широкий размах в XIX веке, войдя в историю под названием Кавказской войны. Война принесла особенно адыгским народам неисчислимые и невосполнимые людские, территориальные, материальные и моральные потери. Одними из первых жертвами этой безжалостной войны стали кабардинцы, которые первыми же подняли знамя борьбы за свою свободу и независимость. К 20-м годам XIX века в результате карательных экспедиций царских войск Кабарда была полностью разорена и рассеяна. На многие десятилетия лишена каких-либо перспектив дальнейшего становления собственной государственности. Весь некогда многочисленный адыго-черкесский народ оказался на грани физического уничтожения, существования как самостоятельные этнические единицы. Стало не только разорение экономики Черкесии, запустение многих войн. В совокупности это привело к тому, что на многие десятилетия прервало развитие адыгов. Особо хотелось бы подчеркнуть и болгарские народы в годы Кавказской войны. Горы Болгарии тогда стали надежным Российской империи, Турции, Ирана и ряда европейских держав. Массовой гибели изгнанников возможно для сохранения и развития
лучших наших народных традиций. Идут большую работу по изучению родной и отправка молодежи на учебу за границу. На арабском, турецком, английском и других языках государственные, политические деятели, видные ученые, писатели, артисты. Эти связи приобрели более взвешенный и конкретный характер. Учитывая это, руководство будем прилагать все усилия для дальнейшего укрепления связей с соотечественниками за ранним событием. Мы все же обращены в будущее. Оно будет достойным. Эта скорбная дата – неотъемлемый элемент исторической памяти. Той памяти, без которой любой народ не может иметь перспективы в будущем. Так как именно память помогает сохранить корни, уберечься от забвения. Если мы хотим быть достойными памяти наших предков, то должны неустанно работать над тем, чтобы сохранялось и приумножалось то, что создано ими на протяжении веков. Познавая свою историю, мы не переносим вину царских генералов на современную действительность. И сегодня мы склоняем свои головы и перед памятью всех жертв Кавказской войны. Многие пессимистично настроенные люди боятся, что мы скоро лишимся своей самобытности. Уверен, что этого не допустит ни наши народы. Наш язык, наша культура – это целый мир, создававшийся тысячелетиями. Нашим народам всегда была свойственна открытость. Благодаря этому мы впитали в себя все лучшее от разных культур, не отстали от мировой цивилизации. Сегодня наше будущее, как никогда, в наших руках. Народами прошли большой путь в своем политическом, экономическом, социальном и культурном развитии, превратившись в современный цивилизованный этнос. В наши дни, как адыгов, рука об руку, наши народы создавали свою государственность, строили современные города и взвешенной политики президента Валерия Мухаммедовича Кокова и других руководителей республики в Кабардино-Балкарии удалось создать человеческую цивилизацию. Все это помогает избежать осложнений в межнациональных отношениях. Более того, и это можно подчеркнуть, Кабардино-Балкария стала сегодня примером для всего Северокавказского региона в сфере межнациональных отношений. Российской Федерации мира, добра и счастья. Пусть светлой и вечной будет память жертв Кавказской войны. Пусть... Родина, ты оплот, опора, щит, надежная которых в мире нет. Коль камешек твой боль вдруг ощутит, застонет и звезда ему в ответ. Кто родных потерял в беде, в бою, о них скорбит и слез немало льет. Но кто утратил родину свою, тот в плаче век свой проживет. Эти строки родились у меня после поездки в Турцию. Изгнание, ибо для человека, потерявшего родину, жизнь, когда не забуду, с каким трепетом брали они в руки, рассматривали буквари. На обложке и страницы этих книг капали слезы граждан Турции и Великотов. Оказавшись на чужбине, в труднейшем положении, горцы и там выдвинули из своих рядов известных в стране Ближнего Востока военачальников, писателей, спортсменов, политических деятелей. В истории немного примеров, которые можно сравнить по масштабам безмолвных свидетелей скорбных событий. Мне кажется, война не может, мечтая все-таки вернуться. Мне кажется, что сегодня они вернулись к неспокойной нашей земле. Спасибо. Сроковую годовщину со дня окончания Кавказской войны, которую на протяжении многих десятилетий адыгский народ вел против хорошо вооруженной и обученной царской армии, насчитывающей в своих рядах несколько сот тысяч человек.
Война – это всегда трагедия и для победителя, и для побежденного, так как и с одной, и с другой стороны гибнут люди. Но это война, когда были уничтожены целые народы. Трагедия неизмеримы, потери невосполнимы. Ведь исчезли как нации убыхи, натухайцы, почти не осталось шипсугов. А от нескольких сотен тысяч кабардинцев остались только десяток тысяч. Хотя многие из адыгской элиты служили при царском... Организация Дверхаса Мухаммеду Мусабевичу. Ноба и Фаепхимахош, и Шоромахош. Адюгамиш Хамиригуар Зуза, Адюгамиш Апош. Дад Гавам, вода Згава, Дунем Захапхетрам. Диш Хамиригуам, вода Диш Харигуашарам. Ауи Ноба, Диш Харин Махашах Шашу. Тирагуан, Дегупсусу, Допсори, Хампхужираха. Ноба Роджапша Арсенра, Мат Узаурам, Деягува, Фаепсинр, Япадда, Кавказ, Ишхарам, Мепхадасну, Шагура. Арали Мигуву, Жилагва, организация Мигувы, Абив, факт Кудагуан Там, Жирач. Заум Демгупсусу, Зава Оксид Муху, Диунагуам Япсаучана Хавхуа, Ди Шаджанах Дашахуа, Ди Тамада Камра, Ди Захубамра Загуру, Лажапан Шармазу, Зиох Даджир Коду, Кануа Арсен Ваду, Яхшам Сумисхам из Мадига Окум Зархат Хамваду, Шашхафу, Ситхода Окцуми, Охиними, Адигар Лугатуфу, Хамдулин Тригат. Юра Изалгату, Андур Мухадин Изалгату, Мзиха Вага Зихва, Адигута Кам, Мизавода Охату Михвава, Ипаге Ди Охуд Вагавата, Мафайп Сын Михас Ходи Уадия Жавадах, Михас Чашча, Михас. Уважаемые участники траурного митинга, народы не бывают виновными, ибо их не спрашивают о развязывании войн. К сожалению, мировая история главным образом знает только военные насильственные методы расширения 1994 года прошлого столетия. Впервые в истории высшее должностное лицо государства признало неотменный закон о реабилитации репрессированных народов и казачества. Этот закон воспринят общественностью страны и мировым сообществом как в русско-кавказской войны. Мы еще раз заявляем, что ценим и уважаем человека любой национальности и любого вероисповедания на трудном пути возрождения величия нашей державы. И все это можно решить, если мы постоянно будем заботиться об укреплении единства. 140-летнего окончания Кавказской войны объявляется закрытым. Для совершения Сегодня событие значимое, я считаю, для всей России, потому что люди, имеющие память, не совершают ошибок во время такого же плана. И чрезвычайно важно и ценно сегодня говорить о дружбе, о братстве,
стоя у памятника жертвам войн, жертвам уничтожения целых народов. Поэтому осознание этой памяти излечивает от всяких измов, которых слишком много сегодня в России. И событие это я рассматриваю как общероссийское. И думаю, что многие люди здесь, бывшие, и которые будут просветленными, будут с намерениями, которые, ну, по крайней мере, далеки от того, что иногда навязывает нам и время, и всякие центры, всякие деструктивные силы. Здесь сегодня русские, кабардинцы, балкарцы, другие народы Кабардино-Балкарии совместно переживают о том, что произошло во время Кавказской войны. И думаю, что это еще один основательный шаг в то, чтобы подобное никогда не происходило не только в России, но по возможности и во всем мире. Вы знаете, что сейчас мир раздирается злом, много крови, много зла. И сегодня мы все вместе этому противостоим. И надеюсь, так будет всегда. Сегодняшнее событие долго ждали, и Нальчик стал первым. В первую очередь это память. Это вот память о жертвах Кавказской войны. Этот памятник давно вынашивалась эта идея. Лет 10 вокруг него ходили сначала разговоры, потом никак не могли решить, какой он должен быть. Но честь нальчан, ученых, специалистов, авторов этого проекта, нам удалось его воплотить. Как раз значимо это то, что к 140-летию окончания этой Кавказской войны такой памятник, он первый на Северном Кавказе, который олицетворяет те события давние, 140 лет, больше, если 100 с лишним лет война, 140 лет завершилась. Вот эту всю историю наши авторы, скульпторы в этот момент. Это память, нашим последующим поколениям напоминать о том, что это было, и что это не должно никогда повториться. Не только у нас, но и везде, в большой нашей России, но во всем земном шаре. Как вы думаете, нальчане сегодня это воспринимают как траурное событие или жизнеутверждающее? Знаете, на этот вопрос однозначно не ответишь. Конечно же, это траур. Но вечно плакаться ушедшего нельзя. Поэтому я считаю, что теперь в дальнейшем это должно быть больше разных траурный день. Но неоднозначно, конечно. Спасибо большое. Спасибо. О значении сегодняшнего события, сегодняшнего дня несколько слов. Чуть отвлекусь от прямого вопроса. Знаете, для меня и для всех жителей Кабардино-Балкарии, а по большому счету Карачаева, Черкесии, Адыгеи, где, в общем-то, компактно проживают отдых, сегодняшний день большой. Большой в каком плане? Я считаю, что любой народ должен знать свою историю. Это не мои слова, это слова великого человека. Ибо если народ не будет знать свою историю и не будет делать, значит, выводы из прошедшей истории, то этот народ будет спотыкаться на тех местах, где он спотыкался, если образно говорить, в своей истории. Поэтому я считаю, что мы сегодня в Кабардино-Балкарии очень, скажем, торжественно, траурно, что ли, отмечаем День памяти жертв Кавказской войны. И считаю, это плодотворно повлияет на общественное сознание в республиках компактного проживания адыгов. Да и не только адыгов. Всех народов, проживающих в этих республиках, да, по большому счету, в Российской Федерации. Если вы слышали разговор на митинге, здесь никаких каких-то националистических таких вот, скажем, тенденций в разговорах даже и в помине не было. Мы говорим, мы должны жить в Российской Федерации в мире и дружбе. Тогда мы, как говорится, возродим традиции, обычаи хорошие и вообще великая дружба, которая была между народами в Российской Федерации, и глубоко убежден, с каждым днем будем жить лучше и лучше.
Но у нас все традиции сохранились, вот народ их сохранил, да, несмотря на все Но вот эти вы знаете, я что хочу сказать. Когда вот спрашивают о возрождении традиций, обычаев и говорят, да, мы же все-таки язык не потеряли. Если взять в мировом масштабе, в глобальном масштабе, потеряли свой язык, свою культуру, традиции очень многие народы. И мало того, земля наша древняя проглотила многие народы. Но адыгские народы, действительно проживающие в Российской Федерации, не потеряли ни традиций, ни обычаев. А по большому счету, мы не только возрождаемся, наоборот, мы же народы, которые не имели своей письменности. Давайте оглянемся 100 лет тому назад, а сегодня вы все видят культуру нашу, традиции наши, обычаи наши очень хорошие и почитаем у всех народов Российской Федерации. То, что касается зарубежья, я как президент Международной Черкесской ассоциации с момента создания нашей организации, конечно же, работа именно по возрождению традиций и обычаев адыгов, проживающих, компактно проживающих в других странах, конечно же, эта работа усилилась. Я присутствовал в Турции на 2 фестивалях адыгской культуры. Вы знаете, настолько грандиозно все это отмечается, и убежден сегодня, что все-таки, если мы сегодня говорим, где-то 70% наших соотечественников, проживающих за рубежом, потеряли свой язык, убежденно говорю, если мы будем так работать, как мы сейчас работаем, и в странах компактного проживания, значит, адыгов за рубежом, и здесь вот в 3 республиках Российской Федерации, то мы многого добьемся. Спасибо большое. Спасибо. Ну, кто начнет? Заур, да? На русском, да? Да. Конечно, этого дня народ ждал много лет. Я, когда узнал об этом, специально прилетел вчера из Москвы. Да, большое событие. Сегодня одновременно день и печальный, и в то же время радостный, связанный с надеждами на возрождение многострадального адыгского народа. Я это всегда говорю, на земле нет народов, которые в тот или иной период своего длинного исторического пути не пострадал бы. Но трагедия адыгов – это особая трагедия, о которой практически никто не знает, кроме самих адыгов. И мне бы очень хотелось, чтобы об этом как можно больше общественности в нашей всей огромной страны знала, потому что миролюбивый, прекрасный, созидающий народ адыгский, понесший такие колоссальные жертвы, остается как бы в тени малоизвестным. Но я сторонник, чтобы знал об этом весь российский народ не для того, чтобы ворошить, как говорится, эту боль, а для того, чтобы извлечь уроки из этой трагедии и понимать, что для всех адыгов сегодня, живущих на планете, если мы хотим оставаться этносом, нацией адыгской, единственная страна, которую мы можем называть своей исторической родиной, это Россия, Российская Федерация. И поэтому, помня о прошлом, надо думать о сегодняшнем дне, о завтрашнем дне, о сегодняшнем очень динамичном, сложном мире, в котором трудно выжить в одиночку. Россия оказалась в очень сложной сейчас ситуации, и как никогда сейчас все народы нашей страны должны объединиться и заниматься созидательной деятельностью. Вот поэтому, делая вывод, урок из этой трагедии, я думаю, мы должны все думать о завтрашнем будущем нашего дня, нашей жизни, нашего народа. И я хочу просто еще раз сказать огромное спасибо всем, кто внес непосредственно и материальные силы, и психологические, и моральные, и прежде всего Арсену Канокову, который смог понять важность этого открытия, этого памятника и сделать все, что от него зависит. Спасибо. Но сегодня с вами разговариваю, очень
можно не согласиться, что адыги это малоизвестный народ, вот, сегодня общаясь с вами. Вот, Руслан, что вы можете сказать о сегодняшнем дне, о сегодняшнем событии? Ну, сегодняшний день, день памяти, и этот памятник, который сегодня поставлен адыгам, жертвам русско-кавказской войны, мне кажется, по-новому оценивает сегодняшний день, по-новому смотрит на то, каким должен быть мир, мир без войны. Это памятник может стать вообще-то, собственно говоря, точкой отсчета уже другого измерения тех событий, которые произошли в то время, и точка отсчета другого понимания того, что должно сегодня быть вообще в мире между народами самой России. Надеемся на это. Сегодня траурный день или же Я не думаю, что это просто траурный день. Я думаю, что это одновременно и созидательный, ведущий к Возрождение, я бы сказал, да. Одновременно он и как память, и такой день памяти, в общем. Это не только день скорби, но День памяти и возрождения, вот так я, наверное, да, будет. где-то так. Все-таки в будущее надо идти с легким сердцем. В прошлом жить нельзя долго. Прошлое надо помнить. Надо помнить, но жить этим прошлым тоже нельзя. Будущее с легким сердцем. Спасибо. Заура, на кабардинском скажите несколько слов. С удовольствием. Дегошка дышипхо набри махор, махошапаш, маходахаш, дахаш зазар zaman kod yahami, noba adiga sab leishko gazdsam ifayaplu sin jibahun pamятник shwa raji qazu akhash diapaja dilapar tham awda balah awda guzavaw awda thagaja zeyhu mraqoja balah dizgadar kodishaji دي لبر يفقون زي أخر نخف خن نقدر خن لب على حمديش مدي غرادم يأخر نخف خوا دي غرادم زي وجمة لب خسقو دي غرادم مسمي زي وجنو مسوم خمودا دي غم زي وجنو جي على حم نخف مدهوشة ما أخذ حمدهوش نبغز وأخاو سنر. Спасибо большое вам. Арсен, значит, об идее вот этого памятника, о символах, вот что вот это все значит? Памятник посвящен адыгам, жертвам Кавказской войны столетней. И древо жизни на колесе истории. Мы привыкли к памятникам, которые все-таки вековечивают войну, пули, я не знаю, там все негативное почему-то. И хотелось сделать памятник. Что-то я забыл. Ничего, да. Просто несколько кадров там сам, и почистить не получается, да, там в кадре. То, что в задний план, который не сразу начнешь, да, вот что это древо жизни, в колесе истории. Вот Может, так какими-то вот вопросиками такими, так, чтобы я несколько предложений или делал. как-то, Именно на этот памятник? да. Нет, это древо жизни, оно было сделано самостоятельно, как самостоятельная скульптура. Я его предлагал в другое место, не на эту тему. Но вот на Градосовете где-то года 1,5 назад было высказано пожелание совместить предложенный проект на тему адыгам жертвам Кавказской войны, колесо истории, и вот это древо жизни, сделать его центральной частью. Там как раз был такой недостаточек в этом. Нужна была центральная часть. И вот как раз древо жизни было рекомендовано туда на Градосовете, вот с участием президента, руководства республики, туда. Это вот было решение именно руководства республики. Что хотели сказать именно этим памятником? Вот ты говорил, что мы привыкли к другим памятникам. Да, ну да, по сей день мы как-то стало обычным устанавливать памятники, именно увековечивать трагические события и воспевать, скажем так, негативные моменты, как, я не знаю, там, сражение какое-то, там, какие-то танки делаем, там, самолеты, пули, Ну, вот тут замечательно именно это решение, именно замечательно тем, что
наверное, может быть, не так часто встречающееся решение такое, когда памятник устанавливается не в войне, а именно, скажем так, чаянием жертв, их мыслям, их устремлениям устанавливается памятник. И вот этим, наверное, замечательно это решение. Вы хотели сделать жизнеутверждающий такой? Да, в первую очередь жизнеутверждающий памятник. При всем негативе этих событий, трагических, ужасных событий, конечно, мы хотели сказать этим памятникам, что все равно поставить памятник. Эти люди, жертвы, погибшие в этой войне люди, они, конечно, не мечтали о войне, не мечтали о каких-то там военных действиях. Они мечтали о спокойной жизни, достойной. И они за это боролись, в принципе. Они боролись за свой образ жизни, за свои идеалы, за свои устои. Ну, результат, конечно, был большой. Ну вот здесь очень много символов, да? Вот расскажи, пожалуйста, что означает. Древо жизни – это древнейший символ, один из древнейших символов. Он прослеживается у многих народов, в том числе у адыгов, или, как правильно можно сказать, черкесов. В хатских рельефах, предков черкесов мы видим эти изображения древа жизни. И, ну, древо жизни, наверное, всем понятно, что символизирует древо жизни. Все позитивное, развитие, созидание. Наверное, все самые положительные слова, которые можно сказать, существующие в языке. А вот в хатских рельефах, ты говоришь, у них было как-то связано тоже с этим образом, да, что-то? Это вот где именно изображали? Трудно сказать. Вообще на нашем языке древо жизни звучит как псажих, что буквально переводится как дерево души. Дерево души на нашем языке звучит. А вот это вот сейчас здесь общаясь, что люди говорят? Ну, это спросите у людей, наверное. Да? Ну, да, это не стоит. Это я свою оценку